презентацию. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим очередной вебинар, который называется «Доступная среда». Данный вебинар будем проводить мы, я, Савенко Наталья Александровна, заведующий Центром сопровождения инклюзивного и специального образования в Республике Коми Института развития образования, и моя коллега, главный специалист Центра сопровождения специального инклюзивного образования Института развития образования Твердова Марина Владимировна. В процессе вебинара мы поговорим о том, что такое доступная среда, познакомим вас с некоторыми направлениями работы, и начнет данный вебинар Марина Владимировна. Добрый день, уважаемые слушатели. Основным международным документом, устанавливающим права инвалидов во всем мире, является Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. В статье 1 Конвенции установлено, что ее цель заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. Для достижения этой цели в статье 3 Конвенции закреплен ряд принципов, на которых базируются все ее остальные положения. К этим принципам, в частности, относятся: первое – это полное эффективное вовлечение и включение их в общество, равенство возможностей, недискриминация и доступность. Для того, чтобы обеспечить полное вовлечение и включение инвалида в общество, необходимо предоставить ему равные с другими людьми возможности. Для этого человек с инвалидностью не должен подвергаться дискриминации. И основным способом устранения дискриминации инвалидов является обеспечение доступности, то есть доступной среды. На текущий момент, к сожалению, само понятие «доступная среда» чаще всего ассоциируется только с пандусами. Но важно понимать, что доступная среда представляет собой целый комплекс мероприятий, посредством которого устраняются все барьеры и опасные для инвалидов участки. Доступность для людей с инвалидностью достигается с помощью разумного приспособления. Разумное приспособление заключается в том, что деятельность организации приспосабливается для инвалидов двумя способами. Во-первых, обеспечивается доступность зданий и сооружений данной организации путем оборудования их пандусами, широкими дверными проемами, надписями шрифта Брайля и так далее. А во-вторых, обеспечивается доступность для людей с инвалидностью услуг этих организаций путем изменения порядка их предоставления, оказания инвалидам дополнительной помощи при их получении и так далее. Создание безбарьерной среды для инвалидов является первостепенной задачей любого развитого общества, а также актуальным направлением социальной политики государства. Эффективная и четко организованная работа по вопросам обеспечения доступности позволяет создать окружающую обстановку комфортной не только для инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения, но и для всех жителей города, поселка и других населенных пунктов. Спасибо, Марина Владимировна. Я продолжу в том же направлении. Естественно, что наше выступление будет перекликаться некоторой терминологией, поскольку, безусловно, коли это касается доступной среды, безусловно, мы будем говорить, что создание безбарьерной среды – это целенаправленный комплекс и очень важный не только для какого-то конкретного населенного пункта, но и является приоритетной задачей всего государства. Недостаточно, понятно же, да, что сделать только пандус для колясочников. Необходимо оснастить любой объект различными видами доступности для всех категорий.
Это могут быть люди слабовидящие, либо слепые, глухие, слабослышащие, люди с нарушением опорно-двигательных функций. Ну и, естественно, это и другие маломобильные группы населения. Доступная среда, она не только для инвалидов и для людей с ОВЗ. Понятно, что мы можем говорить сейчас и о маломобильных группах. Здесь прежде всего это сочетание требований и условий к городскому дизайну, к инфраструктуре самих объектов, транспорта, которые позволяют этим людям свободно передвигаться в пространстве и получать необходимую информацию для осуществления их комфортной жизнедеятельности. К маломобильным группам относятся практически многие люди населения нашей страны. И в этой группе могут оказаться любой из нас, любой ваш близкий. В соответствии с нормативами это, во-первых, люди с поражением опорно-двигательного аппарата, естественно, включающие людей, которые пользуются колясками. Это инвалиды по зрению, инвалиды и люди с нарушением слуха, это лица преклонного возраста, это временно нетрудоспособные люди, например, человек с поломанной ногой, с поломанной рукой, он также относится к группе маломобильности, беременные женщины, мамы, папы, бабушки и дедушки, которые гуляют с колясочкой, с малышом. Это тоже маломобильная группа, а также сами детки дошкольного возраста, младшего школьного возраста. К маломобильным группам населения относится, естественно, огромное количество социальных групп. По подсчетам Минстроя Российской Федерации в нашей стране это примерно около 60 миллионов человек. Существуют различные виды физических и сенсорных ограничений, и совершенно при этом у людей различные потребности в плане приспособления к окружающей среде. Значительное применение и изменение инфраструктуры для таких людей требует, естественно, различных дополнений. Таким образом, в первую очередь на это должны обращать внимание люди, которые занимаются в первую очередь инфраструктурой города. Допустим, при новостройках, когда благоустраивают дворы, когда благоустраивают какие-то места общественного пользования, чтобы это было удобно для любых людей, для миллионов людей, для маломобильных групп и в первую очередь для людей с инвалидностью и для людей с ОВЗ. Давайте остановимся еще на основных терминах, что такое доступная среда. Доступная среда – это среда жизнедеятельности людей, которая в первую очередь оборудована с учетом потребностей, возникающих у людей с инвалидностью, людей с ОВЗ, и в том числе детей, которые посещают не только образовательные организации, но и какие-то дополнительные организации по обучению, по посещению, допустим, каких-то групп по интересам, для посещения, допустим, дополнительного образования и так далее, которая позволяет все-таки им вести независимый образ жизни. Беспрепятственный доступ к объектам – это такой доступ к любым объектам социальной инфраструктуры, когда человек или ребенок, имеющий инвалидность или статус ОВЗ, в состоянии самостоятельно или с какой-либо минимальной помощью кого-либо осуществлять перемещение непосредственно в объекте или вокруг объекта. При этом должен иметь возможность использовать данные объекты и отдельные помещения внутри в соответствии с их функциональным назначением. Допустим, если туалетная комната, то она должна быть, естественно, оборудована так, чтобы любой человек с инвалидностью или с ОВЗ или из группы маломобильности мог попасть туда беспрепятственно и без каких-либо приключений. Возможность использования объекта и его частей не должны отличаться от возможности использования этого объекта для людей, которые не имеют данной категории. Далее, доступность реализации права, обязанности или гарантии – это все-таки возможность реализации людей данной категории своих прав, выполнения обязанностей, получения каких-либо гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с международными правовыми нормами, наравне с гражданами, не имеющими инвалидности, не имеющими статуса ОВЗ.
А приспособление объектов для использования данной категории – это такое изменение всей территории объекта, в результате которого люди получают возможность использовать данный объект наравне со всеми. То есть это может быть реконструкция, переоборудование, дооснащение и так далее. Объекты, доступные для людей или детей, имеющих инвалидность или статус ОВЗ, это любые объекты социальной инфраструктуры, которые относятся к жилым, общественным или производственным зданиям, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения, а также, естественно, транспортные средства. Оборудованные таким образом должны быть, чтобы доступ в них и перемещение внутри давало возможность осуществлять им все это самостоятельно, либо с минимальной помощью. Всесторонняя доступность среды на современном этапе является реализацией принципа интеграции, то есть включения данной группы людей в жизнь общества. Среда жизнедеятельности любого человека включает в себя по крайней мере две составляющие. Это физическая, в основном пространственная среда человека, как биологического существа, и среда социальная, как существа общественного. В последнее время принято выделять отдельно информационную среду, которая включает в себя различные информационные источники. Часто трудно провести четкую границу все-таки между социальной и информационной средами, так как вторая во многом обслуживается, наполняется содержанием первую. Доступность социальной среды предполагает наличие разнообразных контактов, участие в общественной жизни, доступ к различным посещениям, допустим, музеев, к развлечениям, возможность попутешествовать. В некоторых случаях доступность социальной среды обеспечивается доступностью и информационной среды. Это средства массовой информации, это различные библиотеки, это современные информационные технологии, тот же самый Skype, да, интернет, электронная почта и так далее. Использование современных информационных технологий в данный момент позволило частично разгрузить какие-либо барьеры. Например, большинство печатных изданий теперь публикуют и в интернете. То есть у людей маломобильные группы, у людей с невозможностью, допустим, посетить какое-либо здание появилась возможность через интернет, через систему коммуникации увидеть, услышать или побывать виртуально в каком-либо помещении, что-то новое узнать. Доступность пространственной среды, имеющих инвалидность и статус ОВЗ, можно поделить, допустим, на две составляющие. Это доступность микросреды, это все-таки пространство домашнее, да, где в первую очередь ответственность ложится на близких данных людей и на самих людей, и доступность макросреды – это городская инфраструктура, которую в первую очередь все-таки должны обеспечивать городские власти, допустим, как у нас в республике, это все-таки республиканские власти. Следующее. В соответствии с основными принципами доступности в настоящее время положено все-таки, да, для того, чтобы обеспечить доступность, получить наши знаменитые паспорта доступности, да, узнать, насколько правильно и грамотно у нас все-таки доступная среда это оформлена, необходимо создавать комиссию. И в эту комиссию обязательно важно привлекать представителей общественных организаций. То есть, допустим, у нас в республике существует общество, всероссийская организация республиканская Всероссийского общества глухих или республиканская организация Всероссийского общества слепых. Вот представителей данных организаций, да, как минимум, необходимо все-таки приглашать в такие комиссии, которые будут осуществлять обследование доступности социально значимых объектов для данных категорий. В соответствии с основными принципами доступности наши дети, которые обучаются, которые получают образование, имеют возможность обучаться и в дошкольных учреждениях, и в организациях общего образования, а также сейчас очень много детей, которые поступают в организации профессионального образования. В настоящее время разработаны законы, которые помогают детям с
ОВЗ и детям с инвалидностью поступать в высшие учебные заведения на определенные направления, на определенные профессии. В данном случае существует специальный справочник, который помогает определиться со специальностью по определенной категории каждого ребенка. В этом также, если возникают вопросы у родителей, можно обратиться в любую из общественных организаций, которые помогут вам разобраться в этом вопросе, подсказать, куда будет комфортней направиться вашему ребенку в будущем. Поэтому, естественно, роль общественных организаций, а также управление образования любого муниципалитета в оказании посильной помощи все-таки является основной и главной. Еще, уважаемые коллеги, мы с Мариной Владимировной немножечко с вами сейчас просмотрели, что такое все-таки доступная среда, на что она распространяется, каким образом вообще она выглядит. Хочу вам предложить вариант следующего порядка получения следующей информации. У нас на базе нашего института совместно со специалистами нашего центра был разработан большой онлайн-курс «Доступная среда», который состоит из 4 вебинаров. Каждый вебинар подразумевает свою определенную тематику и рассмотрение заполнения определенных документов. Этот курс был разработан совместно с методистами, которые занимаются непосредственно доступной средой, сертифицированы в этой области. Поэтому мы предлагаем вам обратиться к ссылочкам, которые мы хотим вам предоставить. Данные ссылки предоставлены в вордовском варианте под окошечком нашего вебинара. Вы можете туда спокойно зайти, зарегистрироваться, просмотреть каждый из вебинаров, опробировать себя в тестировании. И для тех, кто будет зарегистрирован и пройдет все 4 теста, мы сможем предоставить сертификат о прохождении повышения квалификации по данному направлению, который будет составлять 8 часов. Поэтому приглашаем вас посмотреть данные вебинары, обучиться более качественно на данных вебинарах. Еще такое дополнение ко всему. После того, как мы увидим, к нам стекаются, потому что данные по тому, сколько людей прошло тестирование, по итоговому тестированию по всех 4 вебинаров можно будет получить не только сертификат, но и пакет документов по организации и заполнению различных документаций различной, по доступной среде. Это и дорожная карта, это и карта доступности, это какие-то общие подходы и правила и так далее. Поэтому приглашаем всех, кто желает, посмотреть вебинары, пройти тестирование и по итогам получить и сертификат, и пакет документов. На сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания.